Всем привет, друзья! Сегодняшний наш выпуск посвящен музыке. Такой необычной, да ты что? Оригинальной. Ну почему она необычная и оригинальная? Ну я поняла, почему музыки, потому что первый сюжет у нас будет про очень талантливую девочку. Вы вообще знаете, да, что это было шоу «Голос», что она там принимала участие, была лауреатом? Да, я видела этот выпуск как раз-таки, когда выступала эта девочка, но я не поняла, что она связана как-то с Якутией. Просто я как бы увидела, ну ничего себе, думаю, такая песня, во-первых, красивая у нее была, и голос такой хороший. Мы сейчас сказали, как зовут эту девочку? Девочку зовут Арина Данилова. Мы будем там говорить, да, что это вот сюжет Славика Брешева? Это сюжет Славика Брешева. Надо говорить. Всем привет! Кто-то подумал, что это очередной выпуск кулинарии, но это немножко не так. Сегодня мы находимся в гостях у одного маленького человечка, которая прогремела на всю страну своим чудным голосом. А именно у Арины Даниловой, девочки со стаканчиком. Пойдемте и посмотрим. Привет, Арина, меня зовут Слава, очень приятно. Программа «Пропеллер». «Пропеллер» — это вот такая наша программа. Вот все-таки, ну, «Пропеллер» называется так. Вот все спрашивают, ты приехала домой или не домой? Ты у нас из Якутска или все-таки ты не из Якутска у нас? Конечно же, я из Якутска, потому что я тут родилась. До 4 лет жила в Якутске, ну а потом полетела в Якутск. Ой, в Москву. Вот смотри, тебе еще сколько? 10 лет, да? Да. Ну вот в 10 лет, вот я помню в 10 лет, я по гаражам прыгал, там котлетки из грязи лепил. Вот как тебе, вот у тебя детство какое сейчас, полное или постоянно съемки, там, гастроли, выступления? Ну не постоянно, конечно, и обязательно надо отдыхать, потому что родители мои понимают, что надо ребенка не превращать во взрослого, а все-таки, чтобы было счастливое детство. Вот. И мне кажется, и надо и то, и другое делать. Coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa, com doce balanço, caminho do mar. Почему именно испанский язык? Ну, испанский, почему испанский? Потому что все начиналось с конкурса, поэтому там мы представляли Аргентину, поэтому должен был испанский язык быть, вот. Которым ты покорила всю страну, получается, да? Он такой необычный, и песня сама вот эта старая, и я очень рада, что возвратила этот мир вот этой старых песен. Но на самом деле песня эта не старая, она вечная, потому что не бывает ни старых, ни новых песен. Вот, и она очень красивая, мне она очень нравится. Мы слышали, что ты также ведешь шоу на радио Kids FM под названием «Маркарики Шоу». Можешь рассказать, что ты там делаешь? Это какое-то детское радио? Это Kids FM, потому что Kids переводится дети. И есть такая республика Kids. Вот, и там есть такое радио. Они сделали радио, чтобы дети слушали детей. Только для детей? Только для детей. Взрослым нельзя. Арина Данилова сидит ВКонтакте? Арина Данилова сидит ВКонтакте. Вчера нашей телепрограммы мы прямо сели, решили посчитать, сколько Арин Даниловых сидит ВКонтакте. И как ты думаешь, сколько их оказалось? Много. 156 Арин Даниловых. А как ты считаешь, это хорошо или плохо? Это плохо, потому что вот фейки называются эти странички. Представляешь, 156 человек организуют по всей стране концерты, и тебе же разрываться будет. Да уж. Ну, это называется фейки, другие люди сидят за Ариной Даниловой, вот, и пишут всякие гадости. Вот. Такой Толик. Но как же мы узнаем его имя? Надо нарисовать и написать Толик. Чтобы все знали, что это Толик, а не какой-нибудь Вася или Петя. Короче, ребята, вот этого Толика, я сейчас кому-то подарю, кому-то. Сколько Толиков ты уже сменила
Толик у меня вечный. Толик у меня вечный. стоит на полочке, весь, правда, потрепанный. Он у нас прадедушка, прапрадедушка, папа, сын. Ой, сын нет. Вот, у него очень много внуков, очень много правнуков, очень много праправнуков, очень много прапраправнуков, очень много сынов и дочь. То есть самый главный Толик у тебя дома, и остальные все Да. вот так вот разбежались. Да, здорово. Но и хотелось бы сказать то, что вот у вас есть Толик, а у нас есть от нашей программы Прополик. Вот у нас пропеллер называется, Прополик? у нас Прополик, да. И мы хотели бы, чтобы ты из этого Прополика пила у нас чай. Это вот тебе все. Вот, Ой, в общем, круто. спасибо большое, да, я тебя Новый друг Толику. Ой, спасибо большое. Спасибо. Вот такие вот дела. Сегодня федеральный канал «Одна минуточка». Так, а можешь фотографировать, Конечно, да? федеральный канал, это же Так, круто. Я просто удивлен, не знаете, удивлен тем, что насколько все-таки маленькие дети могут вот так вот, не знаю, но они очень круто поют. Я вот смотрю, наблюдаю, мне всегда это интересно. У них нет нервозности какой-то, и когда им задают какие-то вопросы, они так спокойно, легко отвечают, такая уверенность в себе. Ну, смотришь на них и точно знаешь, что у этих детей ждет хорошее будущее. Потому что с таких лет они чего-то такого большого добиваются, красиво поют, и у них будет очень крутое будущее. Мне Я прям завидую. Вот. Мне нравится, Лучше, чем у нас. Да. Какие вы неуверенные в себе, все будет отлично. Ну, у конечно, всех. с детства-то прошло уже. чё. Да приходит маленькая девочка, поет лучше, выступает лучше, ты смотришь, знаешь, Да. Жизнь еще не окончена, все Уверенно будет себя хорошо. ведет, там тысячи людей сидит, она. «Ха-ха, мы тут перед камерой не можем себя в руки взять. Вы вообще в детстве пели? Да, я до сих пор пою. Я, кстати, на французском пел в детстве, а теперь утратил эту Способность. Да. Кстати, это правда. Как ломается голос в юношестве, а тут Да. французский язык сломался. Нет, у меня сказать excusez-moi. там все. Да. Просто шелком. Укулеле. Укулеле. А вы знаете, что значит укулеле? Укулеле? Да. В смысле, а что оно Я собой прочитала, представляет? нет, прыгающая блоха, потому что когда на нем играешь, вот эти вот щипковые движения, да, как будто прыгает блоха, то есть, знаете, Ну что же, на этом, в общем-то, можно и закончить про укулеле. Укулеле еще чем замечательно, что это такой мобильный инструмент. То есть гитару на себе таскать все-таки тяжело. Слим гитара. Ну, есть же прям мини-гитары, слим-гитары, а укулеле это вот самая микро-микро. И поэтому... Нанотехнологии. Да, и нанотехнологии, блохотехнологии можно носить с собой, можно там таскать в рюкзаке ее, в чехле в жестком. Это такой инструмент для аккомпанирования, собственно, изначально, почему в Америке он так популярен стал. Ты просто себе аккомпанируешь, но это не огромная гитара, ты ее притащил, и там нужные себе ноты подобрал и сыграл. Lipstick stains from the purple acid rays. I knew I wouldn't forget you, so I'll leave and let you blow my mind. Я узнала о укулеле когда посмотрела мультик «Лило и Стич». Ну, я сразу увидела там этот зверек, он с этой гитаркой все время ходил, бегал, играл. Какая клевая гитарка, она такая маленькая. Мне тогда еще руки довольно маленькие были, и я на нормальной гитаре играть не могла. Я такая, ну все, это теперь моя укулеле. Я забрала ее. Я тогда даже не знала, как она называется, и просто так пам-пам-пам-пам. У моего друга появилась эта непонятная гитара, которая для меня стала очень интересной. И однажды я пришла к нему в гости домой и, собственно, попробовала сыграть самых простых 4 аккорда. Но это просто была любовь с первого взгляда. У меня полуакустическая укулеле, например. Я могу ее подключать, всякие комбики, и играть, в принципе, со взрослыми инструментами. Это моделька сопрано, самая маленькая. Тоже так пишут прямо про нее, то, что она для начинающих. Можно сказать, наверное, даже одна из самых первых укулеле в городе. Я называю ее Фишером, и она как бы противно так скрипит немножко и постоянно расстраивается. Моя самая любимая все равно.
стандартных это сопрано. Она еще меньше, чем моя, например. Вторая это концертная укулеле и тенор. И есть еще больше, чем моя, это, по-моему, баритон называется. И есть бас-укулеле. Вообще, на самом деле, укулелисты крутые. Они такие вещи вытворяют, типа разные тремоло, там, не знаю, переборы, всякие разные бои, как-то еще щипают, там, струны. Ну, в общем, как на обычной гитаре. Я считаю, что это реально полноценный инструмент. И не надо недооценивать, что она такая маленькая вся. Научиться играть на укулеле, в принципе, вполне реально. Есть очень хорошие сайты, которых можно научиться играть и дома. Сайты, на которых я училась, например, Ukulele Hunt, это самый, наверное, лучший сайт, там и табулатуры, и аккорды. Первый же день, вот как только пришла эта гитарка, я, получается, выучила вот Radiohead сразу. Укулеле по своей цене очень демократичны, то есть их можно купить от 1000 до 10 тысяч, 20 тысяч. На самом деле они звучат почти одинаково, и как бы разницы особо нет. Ну, разве что как тебе нравится. И их обычно еще всяко разно расписывают. Вот здесь вот. Я хочу, ну, акриловыми красками, получается. Я хочу свое отдать на роспись кому-нибудь. Или, может, сама распишу. Я думаю, что это пока что мода все-таки. Пока что мода, но мне кажется, все-таки те, которые купят от моды и потом все-таки влюбятся, они останутся как бы фанатами, и нас мало не будет. А мне нравится, как звучит название этого инструмента. Укулеле. Укулеле. А попробуй 5 раз быстро произнести. Укулеле, 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 укулеле. Укулеле, 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 Странно, укулеле. да? Дорогие зрители, вы тоже попробуйте, это очень странно. Укулеле? Заходите в наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ, задавайте свои вопросы, задавайте темы для бесед, задавайте темы для следующих выпусков, мы обязательно к вам прислушаемся. С вами была программа «Пропеллер», всего вам доброго и до новых встреч, друзья. Всем Смотрите нас, пока!